Возвращаясь к теме бесплатной земли, ранее мы сообщали о предложении полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева создать механизм бесплатного выделения каждому жителю Дальнего Востока и каждому человеку, который хотел бы приехать на Дальний Восток, 1 гектара земли для привлечения притока людей в макрорегион. Какие последствия этот законопроект может иметь для региона, расскажет Сергей Алексеев. Законопроект по инициативе Трутнева еще не готов, но уже широко обсуждается в общественности. И неудивительно. Вопросов по наделению гектаром возникает множество. И это несмотря на попытку обезопасить процесс уже на начальных этапах. В частности, обещают, что иностранцам давать землю не будут, да и перепродать ее не получится. Участки должны быть примерно одинаковой стоимости и без наличия инфраструктуры. Но кому нужна земля вдалеке от дорог и электричества? Кроме того, обещают, что участок можно получить за 5 минут на электронном аукционе. Но если рядом появятся соседи, как будет решаться вопрос межевания? Достаточно ли будет желающих построить бизнес на 1 гектаре земли для решения демографической проблемы Дальневосточья? Республики к этому вопросу подходят осторожно. У нас нет проблемы оттока населения. Мы являемся единственным субъектом на территории Дальнего Востока, в котором мы видим положительный прирост населения. К нам народ больше едет, чем выезжает. Да, в целом вот эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет. И несмотря на вот эти миграционные потоки, которые, безусловно, есть, да, в различных районах республики, она разная, но тенденция сохраняется. И в этом смысле, конечно, нам сейчас нужно понимать, что в конечном счете там изначально подразумевалось в рамках этого предложения. И мы готовы, конечно, рассматривать. Кроме того, как сказал глава республики Егор Борисов в прямом эфире нашего канала, речь идет об освоении сельскохозяйственных территорий дальневосточных регионов. Их много, и они не осваиваются. Амурская область по территории кратно меньше Якутии, но сельскохозяйственных территорий они имеют намного больше. При нашей огромной площади сельскохозяйственные угодья составляют всего 1 600 000 гектаров. В Якутии. Притом у них земли более, скажем, потребные с точки зрения, чем якутская земля. Якутская земля – это как пастбище в основном, а у них как пашни и как плодородные земли. И в теплых условиях. И они не осваиваются. У них свободных территорий. У нас при огромной территории сельхозугодий мало. Поэтому говорить о том, что мы свободно будем продавать и в Якутии эти земли, притом доступных землях, где есть дорога, где инфраструктура, таких земель вообще у нас ограничена. Поэтому говорить о том, что эти земли будут доступны для тех, кто приедет сюда и будет осваивать, будет очень сложно. Но, как говорится, дают бери. Возможно, что для жителей Якутии этот гектар станет хорошим подспорьем в личном хозяйстве или при ведении собственного бизнеса. В то же время в правительстве республики говорят о необходимости механизма перевода земли из федеральной собственности в иную категорию. Мы говорим о том, что более 95% территории Республики Саха-Якутия находится в федеральной собственности. В соответствии с земельным законодательством, в соответствии с иными нормативно-правовыми актами, земли, находящиеся в федеральной собственности, не могут быть просто так предоставлены в собственность гражданину. Когда появится законопроект и начнется его обсуждение на более высоком уровне, пока неизвестно. И будут ли заманивать на Дальний Восток только бесплатной землей. Ведь Центральный банк хоть и понизил ставку рефинансирования до 15%, при таких условиях о льготных кредитованиях говорить трудно. В общем, как сказал Владимир Путин, здесь много вопросов, которые требуют дополнительного изучения. Сергей Алексеев, Василий Слепцов, НВК Саха-Якутск.